На этой настенной карте Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов месторождение полезных ископаемых обозначено точками. Красными отмечены места, где уже осваивается и добывается металл, голубыми – прогнозные к добыче, а по синим квадратам можно узнать месторождение перспективных рудных объектов. Одним из таких и является Тастыкское месторождение, где планируется добыча лития. Данное месторождение было разведано и посчитано запасы. Это начиная с 1956 года по 1960 год. Тогда были это самое. И почему? Оно изучено на глубины до 500-700 метров. Но вот такое, что оно там выклинилось, не было. Вот оставили на таком уровне. В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству обратить особое внимание на геологоразведку и переработку дефицитного сырья, среди которых был и литий. Тем более спрос на литий возрастает вместе с развитием возобновляемой энергетики. Распространение электромобилей в мире также увеличил спрос на данный редкий металл. Литий используют для изготовления аккумуляторов, сотовых телефонов, некоторых лекарств, а также в атомной и космической промышленностях. А разработка месторождений внутри страны – важный шаг в политике импортозамещения. Трудные времена настали, потому что те месторождения, которые мы общепользовались, они отошли союзным республикам, а с наступлением, началом войны, санкции. Значит, если мы литий покупали в Аргентине, Чили, еще часть это в Китае, конечно, это могут запретить, да, ведь вот латиноамериканские эти самые, оттуда мы поставки получаем. Вообще в связи с этими всякими препонами мы поняли, что надо всегда иметь свое, хоть в малом количестве. Тастыкское месторождение наше, надо сказать, очень компактное, я вот просто в геологическом плане, и в достаточно доступном месте он находится. У нас, конечно, есть месторождение очень сложного состава, и очень доступно, типа вот Карасукское, но там состав очень сложный. А здесь вот находится, видите, вот Сангеления недалеко от месторождения находится поселение Качук. До этого есть автодорога, люди ездят туда, и связь хорошая. Сейчас вот в последнее время сделали. Один из важных вопросов, который волнует жителей республики, это безопасность для населения и природные последствия добычи лития. При раскрытии этого месторождения там вот что-то улетучилось, там осело, тут осело. Вот такого нету. Вот у нас Кызылташтык даже до разработки он был опасен тем, что оно размывалось, в реку попадало. А здесь вот нет, здесь такой угрозы нет. Даже вот у нас вот у Карасукское месторождение тоже же выставлено на разработку. Там вот другая схема, там у нас содержание урана, там каким способом это будет. Это тоже вот. То есть здесь вот, видите, такой угрозы нет вот. Разработкой месторождения будет заниматься серьезная государственная корпорация, а не частная компания. Причем работы по добыче лития начнутся не сразу, а постепенно, в течение 2-3 лет. В Минэкономразвития Тувы отмечает, что появление нового инвестора позволит создать не менее 1000 рабочих мест, а предприятие, которому предстоит начать добычу лития на Тастыкском месторождении, станет одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Ресмангуш, Айдаса Яракча, Азамат Ачур, телеканал ТУА-24.